Программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в нашей республике уже не первый год. Выполняет ее региональный фонд, или, другими словами, региональный оператор, который проводит поиски подрядчиков, заключает с ними контракты и совместно с собственниками контролирует выполнение работ на всей территории Коми. Централизация процесса капитального ремонта домов в столице региона позволяет следить за тем, чтобы все муниципалитеты в равной степени получили доступ к обновлению жилья, а значит, к улучшению условий проживания. В этом году на территории Сосногорского района в план капитального ремонта попали 1,5 десятка многоквартирных домов по 16 видам работ. В этом году в нашем районе проводились работы по капитальному ремонту. Это ремонт кровли, ремонт системы отопления, системы электроснабжения, также систем холодного водоснабжения, водоотведения, замена лифтов. Это все входит в региональную программу капитального ремонта. Так, например, в поселке Воевож отремонтированы 3 дома. В 2 выполнен ремонт кровли, в 3 заменена электрика. В Нижнем Одессе отремонтированы 2 дома, а в поселке Верхнеижемский ведутся работы на системе водоснабжения в 1 доме. В Сосногорске в этом году обновились сразу 9 многоэтажек. Это лесная 4Г, лесная 4 – это ремонт кровли, производился, работы выполнены в полном объеме. По лесной 2, 9-этажка, была произведена замена лифтов во всех подъездах, работы выполнены тоже и приняты в полном объеме. Также по Пионерской 15 и по лесной 1 в этих домах был произведен капитальный ремонт по системе электроснабжения общедомового имущества. Работы тоже выполнены в полном объеме. На сегодняшний момент у нас еще в городе Сосногорске ведутся работы по капитальному ремонту, еще не оконченные. Это в 6 микрорайоне. Дом 20А, там ведется капитальный ремонт по фасаду. Идет обшивка фасада, утепление фасада. И 26А, там ведутся работы по ремонту кровли. К сожалению, не во всех домах подрядчики подошли к выполнению своих работ с полной ответственностью. Мы уже рассказывали о том, с какими неприятностями пришлось столкнуться жителям 7-го дома по улице 40 лет Коми. В 6 утра прорвало батарею, залило всю квартиру, нанесло большой ущерб. И это, увы, не единичный случай в этом доме после так называемого капремонта. На сегодняшний день, как пояснили специалисты, работы в этом доме регоператором приняты замечаниями. Теперь горе-подрядчик обязан устранить неполадки в рамках своих гарантийных обязательств. Вопрос о том, почему некачественно были выполнены работы подрядчиком и не осуществлен в полной мере контроль со стороны регоператора, стоит на контроле в прокуратуре. Также на согласовании в надзорном органе находится и план на следующие 3 года. В него включены 35 многоквартирных домов, среди них и те, которые провели общие собрания собственников для переноса капитального ремонта на более ранний срок. После проверки прокуратуры уточненный план будет отправлен региональному оператору на реализацию. Андрей Калиничев, Елена Дворжик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В 2020 году в Сосногорском районе благодаря народному бюджету было реализовано 8 народных инициатив, на 1 больше, чем планировалось. Расширить планы удалось благодаря эффективной работе муниципалитета по этому направлению в прошлые годы. Дополнительный проект был одобрен в сфере культуры. Финансовую поддержку получил пошив концертных костюмов для выступлений на фестивале Сосногорье. Муниципалитет уложился в сжатые сроки реализации этого проекта, а также успешно реализовал еще 1 по отрасли. Напомним, в рамках народного бюджета поддержку получила Сосногорская детская школа искусств, которая обзавелась новым ограждением. Народный бюджет продолжит помогать сосногорцам и в следующем году. Так, в отрасли культуры в 2021 в конкурсном отборе народного бюджета республика поддержала идею национальных автономий Сосногорска по ремонту помещений для Центра национальных культур. Есть чему порадоваться и сторонникам здорового образа жизни, проживающим в Устюхте и Воевоже. Уже скоро в этих населенных пунктах появятся новые уличные тренажеры. На 2021 год отбор прошли 2 проекта. Это приобретение и установка уличных тренажеров под навесом в поселке городского типа Воевож и в селе Устюхта. Их установка планируется в поселке Воевож, это рядом со спортивным комплексом «Олимп», в дополнение к уже имеющейся спортивной площадке в селе Устюхта, рядом с новым социально-культурным центром.
Как отмечают авторы народных проектов, установка уличных тренажерных комплексов поможет не только повысить популярность здорового образа жизни среди жителей Усть-Ухты и Вайвожа, но и привлечь их к соревнованиям, а также сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Народный бюджет, я думаю, всегда он полезен для людей. Во-первых, люди сами определяют, как тратить деньги и для чего это нужно. То есть, проголосовав за это, они получают уже конкретно, что вот им нужно. А тренажеры, которые будут на Вайвоже, я думаю, они будут востребованы. То есть утром может бабушка, дедушка, любой человек прийти позаниматься и поправить свое здоровье. Напомним, в прошлом году благодаря народному бюджету удалось обновить мини-футбольное поле на Сосногорском стадионе «Локомотив». В 2020 году в рамках реализации народного бюджета, а также с привлечением дополнительных средств из местного бюджета и средств учреждения была проведена реконструкция футбольного поля на стадионе «Локомотив». В рамках ремонтных работ была произведена полностью замена искусственного покрытия, ограждение поля и замена футбольных ворот. Поддерживает народный бюджет и предпринимателей Сосногорского района. Благодаря проекту в уходящем году Нижнеодовская пекарня приобрела новый автомобиль. На очереди покупка технологического оборудования для производства хлеба и хлебобулочных изделий. Не понаслышке знают об эффективности республиканского проекта и в образовательных учреждениях муниципалитета. В 2021 году поддержку получат 10-й детский сад и 5-я школа Сосногорска. Проект «Народный бюджет» уже не первый год помогает нашим образовательным учреждениям. Так, например, в этом году в 9-м детском саду оборудовали площадку навстречу комплексу ГТО, а в 14-м – студию акваанимации и песочной терапии. Благодаря этому юные горожане получили больше возможностей для физического и творческого развития. В следующем году будет благоустроена спортивная площадка 10-го детского сада города Сосногорска. Новое оборудование позволит ребятам принимать участие в летних и зимних спортивных соревнованиях, акциях и мероприятиях. Причем заниматься будут не только дети, посещающие 10-й детский сад, но и дети из других дошкольных образовательных организаций. Важная часть народного бюджета – благоустройство населенных пунктов. В этом году в Керках появился новый детский комплекс, а в Поляне отремонтировали колодцы с питьевой водой. На следующий год запланирована установка детских комплексов для Малой Перы, замена водозаборной колонки в Керках, а также приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов для Сосногорска, поселка Леоэль, станции и деревни Пожня. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Осенью в нашей программе мы рассказали о человеке, чья судьба сложилась совсем непросто. Много лет назад, приехав из другой страны, он оказался без паспорта. Пока были силы и здоровье, говорит Олег Назаров, это больших хлопот не доставляло. Возможность заработать всегда была. Тем более, что работы он никакой не боялся. И люди, которым его рабочие руки были нужны, находились всегда. У меня профессий вообще навалом много. Я вот так-то вообще-то сварщик. Вот у меня лет 12 стажа сварщика только. Вот. Ну, а так я занимаюсь всем, и крышами, и вообще всеми отделками, в общем, любой могу все. По плоинским делам, по всем это. Я тут вот зарабатывал всегда вот по плоинским, вот на даче здесь вот всем, вот, что нужно. Тут заборы, кому что, крыши. Ну, так вот жил вот. Ну, как говорится, доход был такой небольшой, но все равно как-то жить можно было. Год назад Олег тяжело заболел. В результате ему ампутировали ногу. После пережитого, говорит мужчина, легко было сломаться. Однако он нашел в себе силы жить дальше. Написал заявление о восстановлении своего статуса. Теперь им занимаются официальные структуры. Однако, как пояснили в местном отделении по вопросам миграции, процесс этот очень небыстрый и надо набраться терпения. Судьба Олега Назарова не оставила равнодушными горожан. После выхода сюжета в эфир многие звонили, предлагали помощь. Благодаря акции, организованной городским социальным центром, удалось собрать необходимые продукты питания, одежду, предметы личной гигиены. Очень радостно видеть то, что граждане нашего города откликнулись и собрали все необходимое. И хочется отметить, что эта акция не разовая. У нас порой возникают такие ситуации, когда люди нуждаются, и им необходимо какие-то средства, какие-то продукты питания. Желающие оказать помощь нуждающимся могут обращаться в Центр социальной защиты по адресу город Сосногорск, улица Оплесина, дом 20, либо по телефону 6 75 07. Помочь кому-то пережить тяжелый период в жизни может каждый. Сам же герой нашего сюжета не теряет надежды найти своих родных, сестру и племянников. Они в Твери,
Они из Казахстана уехали в Тверь. Я там приезжал в гости, был, а потом вот написал письмо. Вот. Отец, когда уже ушел, я получил письмо, что отец умер. Вот. А тут написал письмо, там, и все, и ответа нету. Ира, вот, она девичья Романова, а по мужу она уже Соколова. Вот. Соколова Ирина Юрьевна. Я вот хотел вот номер сказать вам. Вдруг она просмотрит, чтобы позвонила как-то, хоть, может, контакт. Телефон для связи Олег Назаров передал в нашу редакцию. Андрей Калиничев, Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.